Здравствуйте, меня зовут Винокурова Самана, ученица 8 класса МБУ Ичигейской СОЖ. Тема моей работы – конное путешествие на якутских лошадях. Цель проекта – привлечение внимания детей и взрослых к конному путешествию на якутских лошадях. Ожидания и реальность, за и против, проведение мониторинга прохождения маршрута, изучение выносливости якутской породы. Задача проекта – изучить цели и задачи конного путешествия, выявить сложности в практике конного путешествия, проанализовать и прослеживать маршрут прохождения путешествия, провести мониторинг мнений населения за и против, провести интервью с путешественниками, изучить породу якутских лошадей. Гипотеза. Конное путешествие на якутских лошадях, Санкт-Петербург, Омикон, Москва, Санкт-Петербург. Объект исследования – конное путешествие на якутских лошадях. Методы – мониторинг маршрута конного путешествия, интервью с путешественниками конного путешествия, наблюдение за отзывами, анализ наших наблюдений, опросов, интервью. Два якутских коневода уже преодолели 4000 километров, доехав верхом из Омикона до Улан-Удэ, столицы Республики Бурятия. Теперь они планируют преодолеть еще 6500 километров и в будущей весной добраться до Москвы, а затем и в Царское Село, чтобы повторить маршрут одной из якутских лошадей, которая, согласно преданию, дошла до туда из Благовещенска, и доказать выносливость этой породы. Дмитрий Николаевич Пешков родился 26 октября 1859 года в семье казака станицы Албазинского Амурского казаческого войска. В 1889 году Пешков решился на рискованное путешествие на конный переход от Благовещенска до Петербурга. Одной из причин предпринятого им путешествия стало известие о конной поездке корнета М.В. Асеева в Лубен, в Париж. 1889 года Пешков решил доказать, что азиатские лошади, монголки, которые использовались забайкальскими и амурскими казаками, не только не хуже европейских породистых скакунов, но и гораздо выносливее. Помимо прочего, Стоник хотел испытать свои силы и возможности. Дмитрий Пешков преодолел 8283 версты, провел верхом на сером 1169 часов или же 49 суток. Согласно плану основных республиканских мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования в 2022 году столетия образования Якутской автономной Советской Социалистической Республики, летом 2022 году в городе Москва и в городе Санкт-Петербурге проводится национальный праздник СЭХ. Путешественники должны принять участие в проведении СЭХа. Дугуйдан, Винокуров и Мичил Неустроев добираются на якутских лошадях до Москвы. В марте они покинули Омиконский улус, который считается одним из полюсов холода. Путешественники сделали тесты на COVID-19, оформили документы, которые необходимы для продолжения похода. Теперь от Москвы коневодов отделяет примерно 9500 километров. Они рассчитываются добраться до столицы к маю будущего года. Изначально коневоды собирались завершить конный поход в Лондоне, но из-за пандемии трудно перескакать границы. Однако путешественники все же надеются добраться до Западной Европы. Маршрут их путешествия не прямой и не короткий. С Омиконского улуса через Тампонский, Татинский, Чурапчинский, Меганахангаласский, город Якутск. Затем Горный улус, Вилюйский, Верхневилюйский, Нюрбинский, Сунтарский, Алёпинский и Ленский районы Якутии. Далее Иркутская область в настоящее время находится в городе Улан-Удэ, Республика Бурятия, Тыва, Красноярский край, Хакасия, Кемеровская область или из Тывы в Алтай, потом Алтайский край, Казахстан, Челябинская область, Башкортостан, Татарстан, Чувашская республика, Нижегородская и Кировская области
Москва. Столицу России коневоды намерены достичь в 2022 году. Поход направлен на популяризацию якутской лошади, подтверждение ее выносливости и способности к деятельным переходам. Путешественники и их экспедицию поддержал магазин «Охотный двор». Возможно, рассчитывают, они найдутся и другие спонсоры. Народные мастера Усялданского района для них изготовили национальные убранства, лошадей и костюмы. Все жители населенных пунктов, по которым проходит маршрут, оказывают посильную помощь и поддержку путешественникам. Ночлег, питание, корм для лошадей и каннибазы. Это карта их прохождения от Аймякона до Улан-Удэ. Создан школьный стенд для отслеживания прохождения маршрута конного путешествия. С флажками указываются пункты остановки путешественников. Выставляются фото, рассказывающие о встречах и населенных пунктах с жителями. Фото встречи путешественников на границах улусов, сел и так далее. Также ведется сбор информации о путешествии в соцсети, Инстаграм, СМИ и страницы путешественников. Якутская лошадь. В древних якутских легендах говорится, что вначале Бог создал коня, а тот него уже произошел человек. Якутская лошадь – одна из древнейших пород мира. Якутские лошади – сильные, выносливые животные. В древних времен приносили пользу человеку во многих видах деятельности. Образ лошади встречается в культуре якутского народа, но, к сожалению, многие наши сверстники не знают об существовании породы якутских лошадей и какими качествами они обладают. Якутская порода – самая северная порода лошадей. Они не крупные, с большой головой и короткой толстой шеей, длинным массивным туловищем, широкой и часто карпообразной спиной и короткими прочными ногами. Якутские лошади прекрасно приспособлены к суровому северному климату. От морозов их спасает очень густой и длинный волосяный покров, толстая кожа и слой подкожного жира. Шаг якутской лошади мелкий, очень удобный для передвижения по извилистым лесным тропам. Среди якутских лошадей выделяются два типа – северный и южный. Они отличаются размером и прохождением. Центры их разведения – Абыйский, Верхоянский, Аймяконский районы. Якутская порода лошадей, каждый вожак держит свой косяк. От 18 до 24 кобыл, жеребят, какой семьей животные и пасутся. Весной лошадей пасут на южных пустых склонах сапог. Сено зимой получают в основном лишь рабочие лошади. Традиционно существует два направления использования якутских лошадей. Верховых лошадей никогда не используют для других целей. Мясомолочное направление и изделия. Якутские женщины из конского волоса делают чудесные вещи. Головные уборы, коврики, стельки, обереги и сувениры. Традиционное значение якутской лошади. О древности коневодства у якутов напоминает нам якутский календарь. Одним из месяцев называется у якутов Кулунтута, что в переводе означает «поимки жеребят». У народа Саха есть миф, где Вселенная представлена в образе лошади. Голова и шея – это верхний мир, живот – средний мир, хвост – нижний мир. А ноги лошади – это 4 стороны света. Вот их профиль в Инстаграм идет под девизом «По жизни на коне». И в заключение я хочу сказать, что в современном мире конный поход, путешествие рассматривается как часть туризма, отдыха или развлечения. В настоящее время работе собрала информацию о возможности человека организовать конное путешествие по всей России, от Аймякона, полюса холода, до столицы России, город Москва, и изучила особенности якутской породы лошади, прохожу мониторинг и прослеживание прохождения маршрута путешествия, мнения населения.
Создала информационный стенд прослеживания маршрута с фотографиями и описанием. В результате проведенной работы я узнала об основных качествах якутской лошади. Якутские лошади очень выносливые животные, долговечность, исправно несут службу до 18 лет, до 18 и 20 лет. Лошадям водопой не нужен, 9 месяцев в году они утопляют жажду снегом. Зимуют под открытым небом при температуре минус 50-60 градусов. Данный материал можно рассматривать как информационное пособие, которое можно использовать на занятиях по экологии, краеведению, а также внеклассных предметных мероприятиях. Спасибо за внимание.